Романтики всего мира 9 августа празднуют День воздушного поцелуя. Робкий, деликатный, вмещающий самые светлые и искренние чувства, этот жест предназначен не для тела, а для общения душ. Воздушный поцелуй – это универсальный жест симпатии, чье сердце устоит перед этим романтичным проявлением внимания. А еще он бывает галантным, трогательным, игривым или дружеским. С его помощью можно начать флирт или просто вызвать положительные эмоции. Маленькие дети с удовольствием шлют свои нежные поцелуйчики всем подряд, вызывая у окружающих слезы и умиление. Просыпаемся, посылаем друг другу воздушные поцелуи и встречаем это утро пятницы вместе с нами. Мы приветствуем всех наших любимых телезрителей на телеканале Якутия-24. И напоминаем вам, что мы работаем каждый день в прямом эфире. Но если вдруг вы упустили что-то, либо желаете пересмотреть, а возможно задать свои вопросы, для этого у нас работает телеграм-канал. QR-код вы видите прямо сейчас на экране. Подпишитесь, отсканируйте QR-код и будьте в нашей команде. Ну и, как всегда, наше утро мы начнем с рассказа о погоде. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке 12 градусов. В заречной группе 7-10 градусов выше 0. В южных 9-10 со знаком плюс. В Вилюйской группе 6-11 тепла, в Нижнеленских 13-14, в западных 12-18. В Колымо-Индигирской группе улусов 13-11 выше 0, в Янских 10-14 градусов тепла. На северо-западе 5-10 со знаком плюс. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 10 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный 7 метров в секунду. Сегодня днем солнечно, без осадков. Ветер юго-восточный 2,5 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до плюс 25 градусов. Замечательная погода сегодня ожидается 25 градусов. Я думаю, погодные условия, конечно, доставят нам массу приятных эмоций. Ну а самое главное, сегодня пятница. Поэтому погода плюс пятница, я думаю, настроение сегодня будет замечательное. Ну а мы рады передать слово нашим коллегам из новостного отдела. Коллеги, доброе утро. Доброе утро, Якутия. Смотрите блок новостей. Премьер Михаил Мишустин поручил Кабмину до 1 сентября доработать новый нацпроект «Семья», сообщается в официальном телеграм-канале Кабинета министров. Также Мишустин поручил Минтруду провести дополнительную выверку показателей нацпроекта с перечнем национальных целей развития и поручениями президента Владимира Путина по реализации послания Федеральному собранию этого года. А спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале запустил опрос об организации детского летнего отдыха в России. Ранее пресс-служба Госдумы сообщила, что Володин обсудил с главами комитетов Госдумы по защите семьи, просвещению и охране здоровья подготовку сессии Совета по вопросу организации детского летнего оздоровительного отдыха. Она пройдет 12 августа. Активная подготовка к Восточному экономическому форуму началась во Владивостоке. Постпредство Якутии готовится презентовать свой павильон на улице Дальнего Востока. Мероприятие пройдет на набережной кампуса ДВФУ в начале сентября. Основные цели участия в выставке – презентация приоритетных инвестиционных проектов республики, туристического потенциала, поддержка патриотического духа и презентация якутского кинематографа. На сегодня разработана техническая документация павильона, изготовлены макеты элементов декора, получен паспорт объекта и установлены строительные ограждения. Сегодня прошел обход павильонов субъектов Дальнего Востока на подготовке к фестивалю Дальнего Востока, к Восточно-экономическому форуму, который стартует в начале сентября. Денис Викторович Андреев, заместитель полпреда президента России на Дальнем Востоке, ознакомился с нашим павильоном, с ходом работ, с графиком. На сегодняшний день работы ведутся по плану. 28 августа мы планируем закончить, и готовность будет стопроцентная к открытию этого фестиваля.
Экспедиция альпинистов из Якутии под руководством Георгия Ципандина поднялась на безымянную и сложную для восхождения гору на хребте Сунтар-Хаята. Чтобы добраться до его подножья, альпинисты сплавом преодолели 100 километров по реке Сунтар и прошли около 200 километров, преодолев 10 перевалов. В Якутске альпинисты и представители Русского географического общества ответили на вопросы журналистов на пресс-конференции. Цель и задача – это популяризация спортивного туризма, привитие любви к своей родине. Также одной из основных задач этого путешествия было именно лечение безымянной горы именем первого президента Михаила Ефимовича Николаева. Цели, задачи выполнены, все по плану, 100%, может даже больше, все по дням выполнено. — 9 августа – день рождения эскалатора. Интересный факт. Обычно патенты регистрируются после того, как объект патента уже изобретен. И обычно это делают не сами изобретатели, а их более предприимчивые современники. Но не в этом случае с эскалатором. 9 августа 1859 года была запатентована движущая по кругу лестница. Данный патент никогда не был использован. Современный эскалатор был запатентован лишь спустя 10 лет и впервые заработал как аттракцион в парке развлечений. В привычном для нас месте на станции метро первый эскалатор появился лишь в 1911 году. Что еще произошло в этот день, узнаем далее. На календаре 9 августа. Сегодня отмечают Всемирный день книголюбов. По народному календарю в этот день отмечается память святого Пантелеймона, почитаемого в лике великомученика. На Руси святому Пантелеймону, которого иногда называли еще Палием, молились об излечении от болезней. В его праздник знахари ходили за травами, рвали их с особыми заговорами и обрядами. Этот день в истории. В 1171 году на кафедральной площади Пизы заложили первый камень колокольни собора Санта-Мария-Маджори. В 1705 году в этот день астраханская молодежь единовременно сыграла 100 свадеб. В 1944 году, 9 августа, завершилась наступательная Выборгско-Петрозаводская операция советских войск в Карелии. А в 1945 году началась Маньчжурская операция. В 1996 году в этот день кремлевские куранты впервые исполнили государственный гимн России. В этот день родились Евдокия Лопухина, русская царица, первая жена Петра I, Амадео Авогадро, итальянский ученый, физик, химик, Василий Курочкин, русский поэт-сатирик, журналист, переводчик, Туве Янсен, финская писательница, художница, иллюстратор, создатель образа муми-троллей, Юрий Гуляев, советский оперный эстрадный певец, композитор, народный артист Советского Союза, Александр Бовин, советский журналист, публицист, политолог, дипломат. В этот день также родились Александр Горилик, советский фигурист, серебряный призер Олимпийских игр, тренер, и Уитни Хьюстон, американская эстрадная певица, актриса и продюсер. Именины сегодня отмечают Анфиса, Герман, Иван, Кирилл, Климент, Константин, Наум, Николай и Платон. Всемирный день книголюбов отмечается ежегодно 9 августа. Магия книги – это своего рода особое таинство. Для человека, любящего читать, встреча с любимой книгой является желанным моментом, а начало прочтения нового произведения – загадкой, которую предстоит решить и в которую предстоит окунуться в своем сознании и воображении. Все, кто присоединяется к празднованию этого дня, отмечают его по-разному. Для кого-то лучшим вариантом станет выделить время, найти спокойное место и забыть хоть ненадолго о повседневных проблемах, взяв в руку любимую книгу и почитав ее в свое удовольствие. Кому-то в радость будет просто побродить по книжному магазину, купить или выбрать любимую книгу для себя, либо книгу в подарок. Отличным вариантом станет и чтение сказок ребенку, для которого внимание мамы или папы наряду со сказкой. И самое интересное, что, конечно, не только дети любят эти сказки, но также и взрослые. Поэтому чтение сказок – это очень приятное времяпрепровождение. Продолжая тему чтения. Создан цифровой библиотекарь Якутии и ассистент для предоставления пользователям нового, более естественного и удобного интерфейса взаимодействия с библиотекой.
Цифровой библиотекарь Якутии – это новый шаг в интерактивном обслуживании. Это инновационное решение, разработанное Национальной библиотекой республики, которое призвано, конечно же, в первую очередь усовершенствовать способы взаимодействия пользователя с библиотечными услугами и сервисами. О том, как работает эта услуга, мы сегодня поговорим с заместителем директора Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия с Василием Борисовым. Доброе утро. Доброе утро. Что за такая услуга ИИ-ассистент и как она работает? Ну, на данный момент сервис представляет собой Telegram-бот. Но на это внимание обращать не надо, это просто внешний фасад. А в будущем это могут быть веб-виджеты, встраиваемый на сайт сервис, ну вот что-то такое, да. Основная особенность в том, что этот сервис работает при поддержке технологий искусственного интеллекта. Ну, даже можно уже сказать, нам очень сильно помог Сбербанк, предоставляет доступ к своим разработкам. Большая языковая модель, которая называется GigaChat. Вот с ней можно поговорить, там, да, как бы она отвечает на вопросы, пишет текст, что-то еще делает. И есть еще второй вариант применения таких технологий, это когда вы встраиваете такие сервисы в свои цифровые продукты. Вот этим мы и занимаемся. И мы, ну, как бы, задача такая, чтобы вот этот цифровой ассистент, цифровой библиотекарь, он симулировал поведение живого библиотекаря, но который вот только начинает работать, да? Такие стандартные вопросы: чем могу помочь, да? Куда могу, с какими специалистами могу связать, куда могу вас перевести, да? Нет, это тоже, но также этот искусственный интеллект, он знает все оцифрованные книги, которые есть в Национальной библиотеке. То есть, используя естественный язык. Допустим, вы заходите на сайт библиотеки, вам нужна какая-то книга, и у вас там поле такое: автора видите сюда, это видите сюда, и вот вы найдете. А цифровой библиотекарь, он сконструирован таким образом, что вы можете с ним общаться как с живым человеком на естественном языке, вот как со мной. Да. Вот, смотрите, кстати, очень многие берут телефон и набирают мой номер и говорят: вот мне нужна какая-то книга, мне нужно что-то почитать. Они заходят на сайт. Почему? Потому что им проще общаться на естественном языке со мной. Да. И вот этот сервис, это попытка это сделать. То есть мы звоним, отвечает... Мы пишем. Мы пишем в боте? Да, мы пишем в боте, говорим: привет, найди книги, допустим, например, про якутских снайперов. И у вас получается список, ссылки получается, вы на них нажимаете и не переходите на сайт, а прямо в этом Telegram-боте вам открывается эта книга, которую вы хотели прочитать. Книга, 3D-модель, аудиокниги, видеоматериал, все можно получить доступ через этого ассистента. Очень интересно, но, конечно, с этой услугой могут разобраться люди молодого поколения, да? А если мы будем говорить о людях возрастных, да, доступно ли это вот, с точки зрения простоты? Очень хороший вопрос. Вот, кстати, ответ первый будет такой: почему Telegram-бот, да? Вот, потому что он есть у всех. И у людей в возрасте, я точно знаю, он тоже есть. Ну да, и то есть скачивать ничего не надо. Ничего не надо. Регистрации, ничего не надо. Да, и наши люди, которые в возрасте, они тоже общаются друг с другом, они очень много сидят в этих мессенджерах, да? Каких-то социальных сетях, там переписываются, что-то еще. Это делает то же самое. То есть к нему надо обращаться как к живому человеку. Да, и он находит эти книги и ну, там, материалы, да, и предоставляет к нему доступ. Поэтому это такой интерфейс взаимодействия с библиотекой, который, я надеюсь, он доступен для всех возрастов, как бы, чтобы было удобно работать с библиотекой. Мы знаем, что еще есть такой режим конспектирования. Вот очень интересно здесь, как искусственный интеллект работает. Да, это другой сервис, то есть он не цифровой библиотекарь. Этот сервис на данный момент развернут на сайте Национальной библиотеки. Допустим, нашли книгу, нажимаете «Прочитать», книга вам открывается, есть кнопка «Режим конспектирования». На данный момент доступна не всем пользователям, скоро будет доступна всем. Книга открывается, а справа открывается текстовый редактор, ну, то есть вы можете там печатать. Вы с книги текст заимствуете, что-то свой конспект делаете. Материал получился большой. Или, допустим, вот вам отправили материал, он очень объемный, у вас времени очень мало, надо сжать этот материал. Называется суммаризировать текст. Это вот первый вариант использования искусственного интеллекта в моих конспектах. Большой текст мы делаем маленьким, самые главные моменты туда вытаскиваем. Вы студент, вам надо подготовиться, злой преподаватель там что-то требует, очень много материала, вы материал весь изучили, и вам надо себя проверить. Искусственный интеллект вам будет задавать вопросы по этому тексту. Прямо перечень вопросов. Вы на них ответили, все, вы пройдете этот зачет и так далее. И есть еще такой момент: вы тоже студент, там, научный сотрудник, какой-то непонятный термин, новое направление, вы не знаете, что это такое. Не надо идти куда-то в интернет, да, вы прямо там сидите, выделяете этот текст и говорите: объясни мне этот текст другими словами, объясните этот термин другими словами, этот абзац другими словами. И он пытается вам это объяснить. Очень интересно. Сегодня библиотека выходит за рамки
такого стереотипного, да, представления о библиотеке, когда приходишь, это вот сидит женщина, да, достаточно такая серьезная, выдает тебе книжку, заполняете там кучу-кучу бумажечек и уходите домой. Сегодня можно посещать библиотеку онлайн, через сайт, по сути, да? Да. Ну, конечно, никто не отменяет и посещение традиционное, да. И все-таки поддержать печатное издание в руках, это все равно как было любимым делом, так и остается любимым делом многих, да? Как было ценностью, оно такое и остается, да, совершенно правильно. А какие дальнейшие планы по внедрению искусственного интеллекта в работу в библиотеке? Ну, они огромные. Если вот те сервисы, про которые мы говорили, вот сейчас проговорили, это те, которые разработаны, находятся на стадии тестирования. Кроме этого, скажем, под капотом Национальной библиотеки есть еще много вариантов, как это использовать читателями. Есть варианты, как использовать в технологических процессах, то есть внутри работы библиотеки, там каталогизация, да, предметизация. Во всем этом искусственный интеллект может оказать очень сильное влияние. Кстати, вот на ваших коллег, наверное, тоже я заглянул сейчас. Там очень атмосфера такая рабочая. Да, и это внедрение искусственного интеллекта, ну, это мое мнение, с которым согласны многие исследователи, судя по публикациям, во всех отраслях экономики будет очень большое изменение. Конечно. И сегодня искусственный интеллект уже практически неотъемлемая часть нашей повседневной жизни. Становится, да. И библиотека не стала исключением. Да. Итак, давайте резюмируем. Наши дорогие телезрители сегодня могут уже прямо сейчас попробовать Telegram-бот, да, то есть поискать свою книгу, да, какую-то информацию, видеоматериалы и так далее. Ничего сложного в этом нет. Но а если все-таки хотите попробовать что-то поинтереснее, посложнее, то можете попробовать такую функцию, как конспектирование. Да? То есть поработайте с текстом, это касается вот абитуриентов, студентов. Почему бы не изучить эту программу, почему бы не воспользоваться ей, а потом применять на практике. Все верно? Верно. Василий Борисович, большое спасибо, что посетили наш утренний эфир. Мы, конечно, желаем нашим партнерам Национальной библиотеки развития, побольше внедрения новых технологий. И все это, конечно, во благо читателей. Спасибо большое. Ни для кого не секрет, что Национальная библиотека тесно работает в коллаборации с музеями. Ведь их объединяет одна цель – это культура и история. Сегодня Национальный художественный музей – это бесценная национальная сокровищница Республики Саха-Якутия, где имеются шедевры мирового и отечественного искусства. В этом огромная заслуга кропотливого труда талантного издания Льва Михайловича Габышева. Тесно связанный с художественной жизнью и коллекционерами Москвы, он проявил подлинный энтузиазм и энергию в деле развития и пропаганды музея. Подробнее о творчестве Льва Габышева расскажет нам рубрика «Музейный гид». Художник, о котором мы сегодня будем говорить, уникальная личность, без которой уже невозможно представить искусство Якутии. Живописец, график, искусствовед, подвижник музейного дела. Его учителями в Московском училище памяти 1905 года были такие известные живописцы, как Петр Петровичев и Василий Бакшеев. По возвращении в Якутск он преподает в художественном училище. Но самым главным делом Льва Габышева было, конечно же, назначение его на должность директора Якутского музея изобразительных искусств, который он возглавлял с 1952 года до конца своих дней, и который носит имя его отца, ученого, коллекционера Михаила Габышева. Лев Габышев внес в живопись Якутии лирическую ноту. В его творчестве развивается камерный пейзаж, который передает красоты уютной родной природы и раскрывает внутренний мир автора. Вот на картине «Ленские щеки» художник как бы любуется красотами Лены, забывая о том, что эти места таят опасность. Ленские щеки – это уникальный по своей красоте уголок природы в Иркутской области. Он представляет из себя очень узкий каньон, примерно 500-600 метров, который со всех сторон окружают высокие скалы. На протяжении 5 километров быстрое течение реки сменяется резкими поворотами, практически по 90 углов между отвесных скал. Вблизи первая щека очень величественная, ее высота достигает 80 метров. И эхо от проплывающих судов повторяется между скал до 10 раз.
Вторая щека находится на левой стороне реки Лены, и уже виднеется третья скала, самая величественная, красивая, высота которой достигает 100 метров. Именно ее на своей картине и изобразил Лев Габышев. Пейзаж художника, как всегда, наполнен величавой торжественностью и ясным покоем. Художники интимно-лирического склада, каким и был Лев Габышев, предпочитали работать на пленэре, при естественном солнечном освещении, улавливая мимолетные состояния природы. Основное качество его таланта – это деликатное чувство цвета, умение через колорит выразить внутреннее содержание явлений окружающего мира. Именно поэтому его пейзаж – это некая целостная картинка родной природы. Согласитесь, нет ничего прекрасного, чем встретить утро в тишине и гармонии с самим собой, читая любимую книгу и наслаждаясь вкусным завтраком. Превратите прием пищи в маленький праздник. Получайте удовольствие от трапезы. И тогда соблазна пропустить домашний завтрак просто не возникнет. Правильный полноценный завтрак – это утренний ритуал, влияющий на настроение и продуктивность дня. Доброе утро, Якутия! Меня зовут Юлия, я нутрициолог. Сегодня мы с вами приготовим замечательные блины. Да, вы не ослышались, блины – это тоже правильное питание. Особенность нашего рецепта будет заключаться в том, что в этих блинах будет отдозирована жирность, а также в составе будет ржаная мука. Ржаная обдирная – это повышает содержание пищевых волокон в этом продукте. Начинаем мы с простого. Все как обычно. Разбиваем пару яичек. Яички предварительно у нас помыты. Заведите себе привычку всегда мыть яйца перед тем, как начинаете готовить. Это очень полезная практика, снижает риски заболевания разными кишечными инфекциями. Яйца надо мыть просто обычной проточной водой. Добавляем в яички. Здесь на самом деле по поводу сахара я кладу немного, но я делаю всегда такие не сильно сладкие блины. Однако добавить пару столовых ложек или 3 столовых ложки на эту порцию блинов будет неплохо, они от этого сильно сладкими не станут. Вообще сахар для человеческого организма нужен и важен. Полностью избегать его не стоит, стоит его просто немножко дозировать. Так, перемешали мы яйца с сахаром, добавляем сюда 2 стакана молока, тут у меня отмерено. Это выходит примерно около пол-литра молока. Молоко для этого рецепта я беру жирностью 2,5%, но можете взять 3,2, допустим, да, если хотите. Просто 2,5 они стоят немножко дешевле. Перемешали яйца с молоком, теперь добавляем муку. Насыпаем с вами примерно в одинаковых количествах ржаную и пшеничную муку. Я не взвешиваю, здесь нужно больше ориентироваться на плотность, потому что мука достаточно живой продукт, и мы с вами должны добиться сейчас консистенции теста. Оно должно стать густым, как на оладье. После этого мы будем дальше с ним манипулировать. Так, сейчас мы добавим еще немножко пшеничной муки. Пшеничная мука, она хороша тем, что задает любому тесту текстуру. Параллельно с мукой мы вводим соду и соль по чайной ложке. Перемешиваем, чтобы не было комочков, все как обычно. Ржаная мука обдирная, она в этом рецепте, что она делает? Она увеличивает количество белка, белковые компоненты, кроме пищевых волокон. То есть, соответственно, получается, рецепт блинов с ржаной мукой, он просто более полезен для организма, потому что, всем известно, что человек должен есть белки. Для чего человек должен есть белки? В первую очередь, белки нам нужны для того, чтобы работала правильно наша нервная система. Когда у человека дефицит белка в рационе, он может стать более тревожным, хуже спать. Это не говорит о том, что белки нужно одни только ставить. Все должно быть в меру. То есть, как мы видим, мука, она же у нас углеводная, то есть здесь получается достаточно сбалансированный состав. Так, еще подсыпаем. Я ввожу муку сюда постепенно, для того, чтобы было меньше комочков. Да, этот рецепт завтрака, он достаточно длинный, но он того стоит. Его можно приготовить
какой-нибудь день, когда вы никуда не спешите. И блины очень сильно любят дети. Все, тесто у нас стало густое. Теперь мы сюда добавляем растительное масло. Это примерно 100 мл. Еще раз перемешиваем. Масло должно распределиться по всему тесту. В данном случае сковородку потом уже мазать не нужно. И добавляем еще полстакана кипятка примерно. Густоту теста можно проверить поварешечкой. Вот это тесто, например, оно достаточно густое, а блинчики будут толстенькие. Если вы хотите сделать тоненькие блинчики из этого теста, все, тесто готово, оно все покрылось пузырьками благодаря соде. Нагреваем сковородку. После того, как сковородка нагрелась, только тогда можно налить первый блин. Распределяем тесто по поверхности и печем. Из этого теста получается 4-6 порций блинов. Количество порций зависит от размера людей, которые будут есть эти блины. Ну, то есть получается рецепт на всю семью и очень выгодный. Главное, первый блин, вот он немножко такой бывает, подливший как будто, да? Ну, можно, в принципе, для первого блина и подсмазать сковородку. Наши аппетитные, такие красивые блины из ржаной муки готовы. Подавать их лучше всего на завтрак с творогом и вареницем. Творог у нас источник кальция, а голубичная вареница – это бесценная кладезь полезных витаминов и микроэлементов. Всем приятного аппетита и хорошего дня! Телеканал «Якутия-24» гордится тем, что с каждым новым сезоном у нас появляются новые проекты. Ну а какие-то проекты настолько находят отзыв у наших телезрителей, что мы повторяем их вновь и вновь. То есть снимаются следующие сезоны. И один из таких проектов совсем скоро стартует на нашем телеканале. Итак, следите за нашими новостями на телеграм-канале «Якутия-24» и «Утро Якутии». И совсем скоро проект уже начнут показывать на наших телеканалах. И я думаю, вам это будет интересно, потому что девочки-красавицы провели замечательное время в якутской деревне. Ну а о их приключениях нужно будет следить каждую неделю, потому что затем будет голосование, и именно вы будете решать, кто же победит в этом телепроекте. Это очень интересный проект, поэтому я советую обязательно посмотреть вам второй сезон. Ну а сейчас мы вновь хотели бы узнать, какие же новости произошли на территории республики и за ее пределами. Якутия, доброе утро. Предлагаем блок новостей. В
Всего 43 предприятия республики в 2024 году организуют общественные работы для 213 незанятых и безработных граждан. В рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» для работодателей предусмотрена субсидия в сумме 22,5 миллиона рублей. Эти средства будут направлены на выплату заработной платы трудоустроенным гражданам, которая соответствует минимальному размеру оплаты труда. Финансирование данной выплаты рассчитано на срок до 3 месяцев. Большинство граждан планируют трудоустроить на общественные работы в Якутске, Чурапчинском, Хангаласском и Татинском районах. Жители Якутии, которые путешествуют по республике с детьми, могут принять участие в специальной номинации «Детское путешествие» второго сезона всероссийского конкурса «Дальний Восток. Земля приключений» и выиграть 3 миллиона рублей. Для участия в конкурсе необходимо снять короткометражный фильм до 8 минут о своем путешествии на Дальний Восток и направить его на оценку жюри. По итогам конкурса лучшие работы победителей и призеров будут транслировать в эфирной сетке вещания региональных телеканалов, а отчетные сведения и видеофильмы добавят на интерактивную карту туристических маршрутов регионов Дальнего Востока. В целях поддержки участников спецоперации и их родных в республике оказывают целый ряд мер поддержки, в том числе санаторно-курортное лечение на территории республики 1 раз в 3 года. На сегодняшний день этой услугой воспользовались 372 родителя бойцов. Отметим, что более половины родителей прошли лечение на территории республики. За пределы Якутии в основном выезжают в Москву, а также в организации, расположенные в Краснодарском, Ставропольском, Алтайском краях, а также в Новосибирской области. На сегодня уже 1145 участников специальной военной операции прошли реабилитацию в наших учреждениях. Из них 463 также охвачены профориентационной работой, и 62 участника специальной военной операции членов их семей прошли профессиональное обучение. Продолжается работа по газификации жилых домов участников специальной военной операции членов их семей. Соответственно, выплата максимальная составляет 150 тысяч рублей без требований к среднедушевому денежному доходу семьи участника. Осталось чуть меньше недели до завершения приема заявлений в среднеспециальные профессиональные учебные заведения. В этом году выделено около 7 тысяч бюджетных мест, а от абитуриентов поступило более 19 тысяч заявлений. У большинства молодых людей есть желание поступить по направлению IT-технологии, также выбирают профессии медицинского работника и экономиста. Для того, чтобы помочь при поступлении, в регионе впервые открыт колл-центр, который находится по адресу улица Крупской, 13. С 9 утра специалисты отвечают на интересующие вопросы абитуриентов, дают дельные советы по номеру 122, добавочно номер 9. Колл-центр у нас работает с 5 июля, получается, да, и на сегодняшний день уже поступило порядка 580 обращений. Вот колл-центр, она работает таким образом, да, вот люди звонят на 122 и по номеру 9, соответственно, да, попадает в наш колл-центр. По колл-центру уже, соответственно, порядок действий, как поступить, куда поступить, какие специальности, какие направления есть. Вот по всем вопросам граждан наши, получается, работники колл-центра отвечают. К текущему часу это все новости. Всего доброго и удачного дня. Для тех, кто еще не проснулся и для кого это пятничное утро еще не совсем доброе, предлагаем через силу встать и сделать с нами зарядку. Утренняя зарядка не предусматривает больших нагрузок. Это легкие и приятные упражнения. А раз это приятно, то мозг не заставит себя ждать и даст команду вырабатывать эндорфины – гормоны счастья и радости. Ведь здорово начинать новый день с хорошего настроения. Пусть все невзгоды отойдут на второй план, и с улыбкой на лице можно будет отправиться покорять этот мир. Всем доброе утро! Сегодня мы проведем с вами комплекс упражнений на мышцы брюшного пресса с фитбола. Этот мяч доступен всем, и у каждого второго он есть дома. Первое упражнение, которое мы с вами будем выполнять, это прямой кранч с мяча. Начинаем отстраиваться. Садимся на мяч. Далее подкручиваем таз вперед, округляем плечи и уходим в нижнюю точку на мяче. Отстраиваем ноги, прижимаем тазобедренный сустав к мячу. Поясница должна быть также прижата к нашему мячику. Заводим руки за головой, плечевой пояс раскрыт. Подбородок находится на полочке.
Уходим в нижнюю точку. Это та точка, из которой мы будем выходить вверх, поднимая себя мышцами живота. Вверх, выдох. Обратите внимание, что во время подъема вверх мы слегка подкручиваем таз вовнутрь. И тем самым больше прожимаем мышцы брюшного пресса. За счет неустойчивой платформы, которая находится под нашей спиной, создается пружина. Это некое сопротивление, которое прорабатывает глубже наши мышцы. Работаем здесь на 15 подъемов. В верхней точке выдох. 8, 7. Где у меня счет, у вас выдох. Не сводим локти вместе, ни в коем случае, иначе вы начнете тянуть инертно свою шею. Закончили. Это упражнение вы выполняете в 3 подхода по 15 подъемов. Следующее упражнение, которое мы будем выполнять на мяче, это наше скручивание. Наша отстройка. Уходим вниз на коврик. Далее прижимаем мяч к нашему бедру, ложимся на него и садимся полностью на пяточку нашей ягодицы. Вытягиваем ножку, колено натягиваем, отстраиваем руки в замок. Наша исходная точка, мы ложимся на мяч. Выходим вверх, сжимаем вниз боковые мышцы и делаем выдох. Шея у нас здесь статична. Выдох. Здесь работаем в 15 подъемов на каждую сторону. Выдох. 11. 10. Где у меня счет, у вас выдох. Закончили и переходим на другую сторону. Все то же самое. Отстройка. Ягодицу сажаем на пяточку. Нога натянута в колени. Ложимся на мяч. И работаем здесь 15 подъемов. 11, 10. В работе на мышцы брюшного пресса очень важно дыхание. С каждым выдохом у нас больше сокращаются мышцы живота. Следим за каждым выдохом. Во время работы на мышцы брюшного пресса рекомендовано расслаблять поясничный отдел после каждого упражнения. Что мы будем делать? Мы ложимся на мячик, уводим ручки вперед, принимаем форму мяча и делаем небольшие прокаты вперед-назад, расслабляя мышцы спины и поясничного отдела. Данное расслабление рекомендовано выполнять после каждого упражнения. Во время отдыха у нас также работают мышцы брюшного пресса за счет сопротивления нашей неустойчивой поверхности. И у нас будет еще одно упражнение на мышцы брюшного пресса. Мы будем уходить полностью на коврик. Ложимся. Уходим с круглой спиной, позвонок за позвонком. Последний уходит голова. Далее поднимаем ногами мяч. Руки уводим за голову и будем передавать мяч в руки и наоборот. При этом поднимать корпус в верхней точке. На каждую передачу выдох. Работаем здесь 15 подъемов. Бонусом у нас работают здесь бедра. Закончили. Отдыхать вы можете в положении лежа, откатив мячик, уведя их больше к стопе. Этот комплекс у нас подошел к концу. Выполняйте его ежедневно, и ваши мышцы живота будут всегда в тонусе. Хорошего дня! Еще один вариант проснуться и зарядиться позитивом – это посмотреть ролики в наших гаджетах. Многие из нас просыпаются именно так. В социальных сетях запустили вирусную волну тренда, где показали бортпроводников из разных авиакомпаний. Кадры с брутальным стюартом, который просто выполняет свою работу, буквально взорвали интернет. Горячий тренд мгновенно подхватили по всей России. Видео с работниками авиакомпании уже посмотрели миллионы человек. А все началось с авиакомпании «Аэрофлота». Далее в сетях появились ролики авиакомпании России, Red Wings и Победа. Видео с бортпроводником Кириллом всего за несколько дней набрало в сети миллионы просмотров, хотя на кадрах он не делает ничего особенного. Он просто показывает обязательную для любого полета инструкцию по безопасности.
Но бортпроводник так красиво выполнял свою работу, что короткий ролик в считанные дни превратился в десятки мемов и продолжает набирать восхищенные отзывы. Однако многие посчитали это вызовом, и в сети тут же стали появляться ролики с брутальными сотрудниками не только от авиакомпании, но и всех секторов бизнеса. И даже шутки появились, что теперь выбрать авиакомпанию стало сложнее. Но какими бы ни были тренды и какие бы ветра нас не сносили, в любой, даже самой романтичной профессии главное относиться к ней с любовью. Ну и наши ребята из Якутии тоже залетели в тренд. Да, мы привыкли думать, что эта профессия привлекает только девушек. У нас, конечно же, в Якутии не только самые красивые женщины, но и мужчины. На этих широких плечах лежит ответственность за наш комфорт и безопасность в полете. Поклонниц хватает на земле и в небе. По словам бортпроводников, им оставляют не только номера телефонов, но и приятные сюрпризы. Правда ли это или нет, узнаем одного из героев такого ролика. Это бортпроводник авиакомпании «Якутия» Адам Зимин и его мама, проработавшая бортпроводником и старшим бортпроводником-инструктором по сервису 20 лет. Елена Зимина. Доброе утро! Доброе утро. Доброе утро. Так, к виновнику этого торжества мы перейдем чуть позже. Елена, мы знаем, что у вас день рождения, поэтому примите поздравления. Мы поздравляем от всей души вас с этим знаменательным днем. Спасибо большое, очень приятно. Да. Сыночка подготовился. Вы посмотрите. На самом деле мы действительно не виделись. Да? То есть он сегодня, вы здесь встретились? Да. Все, понятно. Вот, здорово. Ну, начнем с того, что, Елена, вы к нам приходите не первый раз на эфиры, и энное количество лет назад вы также были на нашем эфире и рассказывали про то, что вы из династии, да, так сказать, бортпроводников. И вот как вы попали в эту профессию? Ну, конечно же, как всегда, я мечтала с детства. У нас дядя был пилотом. Очень красивая форма, романтичная профессия. И когда был набор, папа мне сказал: доча, иди, набор на стюардесс, это твое. Все, я прошла. Да. Но помимо дяди в этой сфере работаете вы и младшая сестра. И младшая сестра. Да. Ну и теперь Юлия. Еще и сыночка. И сын. И сын. Вот так. Выбор профессии сына стоял все-таки за вами или это его личное желание? Личное желание в плане того, что он с детства, конечно, это все видел и тоже мечтал. Но я подсказала, потому что это профессия для молодых, красивых, перспективных, сильных, перспективных, да, ответственных людей. Ну вот, собственно, перейдем уже к Адаму. Да? Адам, что ты заканчивал и вообще насколько сложна эта работа на сегодняшний день? Заканчивал, в смысле... Где обучался? У нас в Якутске. Просто проходим курсы. Они длятся 3 месяца плюс-минус. Первым делом проходим в ЛЭК, это по здоровью. Потом кастинг. Ну и все. И так ты попал учеба, да. В эту профессию. Но на сегодняшний день многие думают, что это достаточно просто. Вот знаете, с виду, когда посмотришь на работу бортпроводника, ходят, все, да, помогают, там ничего сложного нет. Вот на твой взгляд, плюсы и минусы этой профессии, вот с точки зрения своего, пусть небольшого опыта еще, но все же. Плюсы то, что на одном месте не сидишь, да. То там, то тут. Везде появляется очень много знакомых, к которым ты можешь обратиться в каждом городе. То бишь я могу позвонить и попросить какой-то помощи. Из минусов, самое, наверное, это сон. Нехватка сна, да? Ну и ненормированный рабочий день, да? Можно в ночь улететь, можно утром. А вот мы сейчас видим фотографии из твоего карьерного, так сказать, опыта, да. Очень все красиво, очень все, так как мама сказала, очень романтично. Но вернемся все-таки к этому ролику, да. Вот помнишь ли ты, кто тебя снимал? Это было из-под тишка или ты видел, что тебя снимают, либо это было сделано целенаправленно? Это рейс был Якутск-Благовещенск, Благовещенск-Сахалин, и с нами летели коллеги пассажирами. Я стоял мы приехали на работу, в службе сидим,
И ко мне подходит коллега моя, Милена. Все, надо этот тренд писать, делать. Я говорю, не надо. Я в отрицалово пошел, то, что не надо снимать. Ну, я как бы не привык к этому. И все. Пока я делал свою работу, она камеру включила и начала снимать. Все-таки сняла и сделала ролик, и он махом распространился по всем соцсетям. Хорошо, вот каково это проснуться популярным? Вот был ли вот тот момент, когда с утра ты просыпаешься, а телефон просто разрывается? Вот есть ли такое ощущение проснуться звездой? Нет, у меня не было. Я был в Москве, когда мы прилетели в Якутск, потом я на следующий день в Москву полетел, и мне все там пишут: звезда, звезда. Тормозите. Я не звезда. Я не звезда. Так же я проснулась. Да, мама, наверное, проснулась популярной, да? Теперь там мама, дама. Да, то есть, хорошо. А как вы отнеслись вот к такой популярности сына? Да, он у вас достаточно скромный мальчик, так-то, да, ну вот даже сейчас здесь в студии, а здесь просто звезда соцсетей. Ну, я всегда говорю, что бортпроводник, он в своем роде и есть звезда. Он каждый день, как на подиуме, на сцене, на него смотрят много людей, оценивают его поведение, внешний вид. Поэтому я не вижу здесь ничего такого странного. Тем более молодой, симпатичный парень. Адам, вот как вы поддержите физическую форму? Ну вот мы смотрели там у ребят из других авиакомпаний, такое ощущение, что у них форма вот-вот треснет, да? И там вот прям, ну очень такие накачанные тела, и вы в прекрасной форме. Вы занимаетесь спортом? Ну, есть времени от времени. С пацанами в футбол поиграть, в хоккей. Ну, в принципе, спорт с детства у меня. Просто сейчас его чуть меньше из-за работы. Из-за работы. Елена, а вот вы сегодня действующий сотрудник или все, вы уже ушли, может быть, в другое какое-то русло? 2 года назад, да, я ушла. Ну, у нас пенсия же рано, льготная. Сын стал летать, я ушла на пенсию. У меня еще 2 детей, 2 сыновей. И началось, как мы все помним, дистанционное обучение. Я необходимо была быть дома с ними. Да. То есть сегодня вы завершили с карьерой, да? Да. А вот это интересный вопрос. Скучаете ли? Скучаете по небу? Конечно, скучаю. Сестра летает, сын летает, подруги летают. Душой я все равно бортпроводник. Да? Здорово. Адам, а дальнейшие планы какие? Вот все-таки работая бортпроводником, ты же понимаешь, что вот там, через некоторое количество времени уйдешь на пенсию. А дальше ты бы как видел себя, свое будущее? Всех карты не будем раскрывать. Ну, а свое будущее вижу возле океана. Вот так. Да, в старости. Ну, значит, наверное, в скором времени мы тебя увидим не в авиакомпании Якутия, а где-нибудь в Арабских Эмиратах. И я думаю, тогда море будет ближе к тебе, и, собственно, твои мечты реализуются. Ну и самый главный вопрос. Многие телезрители сейчас сидят, смотрят на тебя и думают, сердце у тебя свободно или нет? А то вот полетят завтра, послезавтра с тобой одним рейсом, захотят проявить знаки внимания. Стоит это делать или нет? На данный момент я свободен. Вот так вот, дорогие телезрительницы. Берем на заметку, если вдруг полетите авиакомпанией Якутии и увидите вот этого красавчика, то, в принципе, у вас есть шанс познакомиться с ним. Елена и Адам, спасибо большое, что посетили этот утренний эфир. И еще раз с днем рождения вас. Спасибо. Спасибо большое за прекрасного сына и за такую интересную семью, которая вот чтит свои семейные традиции, ну и, собственно, передает из поколения в поколение. Спасибо. Спасибо большое. До свидания. Ну и вот таким было утро этой пятницы. Мы благодарим всех наших телезрителей за то, что были с нами. Ну и завершаем по традиции мы музыкальной паузой. Наслаждайтесь, прекрасно вам выходных и увидимся уже в понедельник. Скажи, ну что ты в самом деле больно, ну не молчи. Пройдет, но ты резал и пара нам солью прям в кровь. Зачем мне
где-то, где-то нет, ведь это не ответ. Пойдет, бывает хуже, но я знаю наперед.